Я приветствую всех, кто смотрит нас. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня вторник, 16 апреля. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Грузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части сегодняшнего выпуска мы поговорим с примаром муниципа Комрат Сергеем Анастасовым о давлении на примаров со стороны сторонников Шора в региональных властях Гагаузии и негласном запрете примарам взаимодействовать с Кишиневым. Во второй части мы поговорим с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины, о том, как украинское общество и украинская оборона адаптируются к новым атакам России и о призывах гагаузских властей России помочь им в конфронтации с Кишиневым. В третьей части мы поговорим с историком, профессором Государственного университета Молдовы Октавианом Цику о Дне памяти жертв голода 46-47 годов прошлого столетия в Молдове и о том, почему в Гагаузии игнорируют эту страницу истории. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о взаимоотношениях между примарами Гагаузии и региональными властями. Мы наблюдаем в последнее время попытку давления на примаров за то, что они контактируют с центральными властями в Кишиневе и пытаются привлечь средства от международных доноров для развития своих городов и сел. У нас в студии примар муниципа Комрат Сергей Анастасов. Сергей Ильич, приветствую вас. Приветствую. Рад вас видеть здесь. Да, мы с вами как раз говорили, что у нас три года у нас в студии не были. Да. Да. Ну, лучше позже, чем никогда. Да, лучше позже, чем никогда. Тем более, что называется, повод есть очень серьезный. Вот этот вот конфликт, Сергей Ильич, который мы наблюдаем, взаимоотношения, региональная власть, сейчас не будем обсуждать вопрос, там, не знаю, насколько они легитимны, насколько законны были эти выборы. То есть, как бы, да, они у власти, но они пытаются оказывать давление на примаров. Что это было вообще? Как вы сами это расцениваете? Давление или что это для вас? Ну, получается давление, потому что примары сегодня избираются народом. У них есть муниципальный совет, это свой маленький парламент. И у нас есть то есть обязательства перед избирателями. У нас целый список, мы идем с программами предвыборными и отчитываемся. Те примары, которые уже были 8 лет или 4 года, они отчитываются, что ими было сделано. Следующий этап, мы даем программу, что мы сделаем. Естественно, что мы подотчетны жителям. И когда нам жители с утра до вечера звонят, это вы нам обещали. Жители правы. Они не будут ждать, пока примару Анастасову, либо Башкану, либо каким-либо нашим политическим деятелям понравится президент. Им не нравится ни один президент. Нам придется ждать, наверное, 4 года. Дадон не нравился, сейчас Майя Санду не нравится. Следующие выборы выиграет президент, тоже не понравится. И нам ждать, пока кто-то им понравится, чтобы мы могли продолжить развитие. Естественно, что примары сегодня между молотами и наковальней. С одной стороны, их политически начинают пытаться всячески, то есть бить со всех сторон. А с другой стороны, жители требуют у них улучшения и изменения, улучшения жизни, то есть города, инфраструктуру строить и так далее. Сегодня мы, когда собираемся с примарами, не в зависимости от их политических взглядов, мы в любом случае все едины. Большинство, по крайней мере, 80% примаров, они едины во мнении, что мы должны сотрудничать со всеми и развивать свои населенные пункты. По поводу того, единственного примара, что говорили, вот просто уточняющий вопрос. Вы хотите сказать, что жители города муниципа Комрат, скажем так, вы являетесь примаром муниципа Комрат, уже третий раз переизбираетесь. Да. Вернее, два раза переизбираетесь с 2015 Третий раз. Да, третий раз. То есть вы хотите сказать, что люди не ждут от вас, не задают вопрос, почему вы там не хвалите Илона Шора или Евгению Гуцулу и не критикуете Майю Санду? То есть людям, по большому счету, все равно, да? Ну, я вам мессенджер перед этим показал, какие смс-ки получают жители. Когда будет на нашей улице канализация, когда будет водопровод, когда будет у нас воняет, когда будут работать очистные сооружения. Мне пишут и жители Кирсова и Кангаза, куда стекают ваши стоки. И вот эти вопросы мне задают с утра до вечера, и я еще ни одной смс-ку не получил. Почему мы встретили президента или что-то мы сделали в политическом плане. Потому что примар, в первую очередь, должность, конечно же, именно хозяйственника. И когда мы встречаемся на высоком уровне,
Мы встречаемся не только с президентом, мы с премьер-министром, встречаемся и в парламенте, по рынку. Мы во многих местах встречаемся, но мы встречаемся не для личного блага. Я по сравнению с теми патриотами не получаю ниоткуда никаких дивидендов. Все, что мы получаем, получает город. Речь идет о проектах. Если я скажу только проекты этого года, то это район Танка уже идет полным ходом работа. Я А не что там говорю, идет? канализация на больше, чем 400 домовладений, целый район. Работы должны быть завершены в течение следующих 2 месяцев. Это Работа идет из каких средств? с регионального развития, это средства Республики Молдова, контрибуции с исполнительного комитета Гагаузии. Там всего лишь 1,5 миллиона лей, но еще неизвестно, дадут там, не дадут, потому что у них контрибуции как бы под вопросом. Но исполком как бы принял решение, Народное собрание проголосует или нет, мы еще не знаем. Район Танка идет следующий проект. Сам президент нам... Район Танка вы только что сказали. Район Туканяска. Туканяска. Проект огромный парк, парковая зона, потому что этот район у нас ревитализация, то есть показала в том, что район не развитый был. И там где дорога парк? строится по улице Днестровского, это сама улица Днестровского, брусчатки, то есть и район Панка. Тоже региональное развитие. Буквально неделю назад у нас также еще один проект мы привлекли, это район Заречья, завершение работ по канализационным сетям. Сумма десятки миллионов лей. Это я назвал вот часть тех проектов. Очистные сооружения – это 8 миллионов евро. У нас есть такие средства. У нас таких нет. И будем ждать еще лет 20, пока наши дети... Даже у Гагаузии таких средств нет. Вернее, они есть, но они как-то неправильно... Гагаузия, если правильно расходовала средства, я не говорю только последние как бы власти, которые у нас сегодня находятся, а вообще программа, если была бы ориентирована на инфраструктуру, на решение экологических проблем, исходя из 26 населенных пунктов, только в 3 или 4 работают очистные сооружения. Нигде больше не работают. Это Буджак? Это... Да, Буджак – это русская Киселия, по-моему, Кангашчик и Вулканешт, но там нет канализационных сетей. Ну, 5% города всего канализации. Да, всего лишь, да. И вот это итог работы. Как можно сегодня оставить экологические проблемы в стороне? А вы помните запах у нас русле реки? Да, кстати, с коллектором Вот что? Вы же построили, сдали в эксплуатацию. Коллектора у нас работают, 2 коллектора. А. Мы обещали 1 коллектор, в итоге построили 2. А запах Они почему уже... есть? Запах в русле реки Да. у нас уже нет запаха, у нас только Сана еще. Остается запах Саны, потому что они тоже купили очистные сооружения, но уже работают над тем, чтобы подключились. И у нас немного запаха есть рядом с ГНС, но не сильный такой, как был. Раньше запах у нас доходил до 3-го этажа исполкома и примарии 4-й этаж, 2-й этаж. Сегодня этого запаха уже нет, остается запах только на очистных сооружениях, которые строятся уже первый этап. У нас работы идут. То есть, когда едешь по объездной, там воняет, да. Да. Потому что там очистные сооружения, и они стекают прямо в русло реки. Воняет очень сильно в Кирсово, Кангазе, везде. Это только из-за очистных сооружений Камрад. Возвращаясь к взаимоотношениям, что их не устраивает в том, что вы общаетесь с Кишиневым напрямую, с депутатами, с правительством, с президентом, у вас была встреча, да? Что их в этом не устраивает? Я сделал так вывод, что цель их, наверное, не развитие Гагаузии, коль их не устраивает, когда примар общается на разных уровнях и привлекает какие-либо средства. Значит, получается, что цель не развитие, цель другая, конфронтация. То есть и вот что, куда тянут нас. То есть я это чувствую уже. То есть идет конфронтация. Когда люди приходят во власть для развития, они ищут любую возможность для развития. Сегодня, если говорить о том, что якобы Башкана там не пускает членам правительства или куда-то, но нас примаров тоже не всегда пускали Башканы. Я помню, Таушамджи не мог зайти к табунщику. Я помню, многие примары по 3 часа ждали у других башканов, но мы ведь не шли, мы продолжали работать, искали из других мест. Мы из этого не делали и не обвиняли в этом примаров. Если вас не пускают, то подайте в суд. Вы Конституционный суд подали по НДСу без проблем. И дальше подайте. И мы на вас подадим в суд за то, что не выдаете нам контрибуции. И судебная система у нас хорошая, она плохая, но не нужно сегодня натягивать отношения. Поэтому примары в любом случае, они не будут идти по поводу вот этих всех вещей. Мы общаемся между собой, и примары не позволят сегодня, чтобы их остановили в развитии их населенные пункты. Потому что мы прекрасно видим, что тех средств, которые сегодня исполнительная власть выделяет на развитие, на капитальные инвестиции для сел и городов, в этом году эта сумма составила 15 миллионов лей, из них больше половины это региональные, это на усмотрение исполнительного комитета, а всего 6 миллионов где-то остается для развития всех сел и городов. 6 миллионов лей. 6 миллионов лей, это как вы видите это? То есть одно село получает ровно ту сумму, сколько получает один депутат Народного собрания. То есть это что у нас? Это нормально? Когда в бюджете автономии у нас, то есть те средства, которые мы аккумулируем у себя
больше, чем населенный пункт Республики Молдова, эта сумма может составить и 400 миллионов лей. Неужели с той суммы нельзя выделить хотя бы 100-150 Ну, миллионов 600 на миллионов развитие? лей – это собственные доходы Гагаузии. Ну так они, в принципе, не Прошлом. обременены ничем. То есть пусть из них... Ну, когда вы имеете в виду не обременены, вы имеете в виду, что Гагаузия может их тратить как хочет. Конечно, да. То есть может на То есть это штатные не, это единицы... не трансфер целевого Конечно. направления, да? То есть Трансферты идут и на заработные платы, и на детские сады, на дошкольные. То есть основные расходы в любом случае идут из трансфертных средств. Хорошо, вот вы говорите, общаетесь с примарами. Что думают примары? Почему примары не возмущаются этому? Потому что мы, вот эта встреча, которая была в Доме культуры в Камрате. Кстати, что они на этом, там, они сначала в, значит, приветственной части позволили журналистам остаться, потом попросили журналистов выйти. Как бы, да, там было давление на нашу коллегу и на журналистов, как бы мы, безусловно, осуждаем это, да, но за закрытыми дверьми, что они вам сказали? Ну, хотели как бы найти общий язык с примарами, потому что речь шла только о примарах почему-то, хотя собрались, то есть эту ситуацию... То есть диалог был больше с примарами, так? Да, да, диалог был больше с примарами, там и упаковочный двор, и контрибуции, там все, то есть было обсуждено на этой встрече. А что они говорят? Не ходите в Кишинев, мы вам дадим деньги или что? Что они? Нет, мы вам деньги не дадим, было так, но и в Кишинев не езжайте. Это, я так понял с этой встречи. То есть и мы не должны были ехать, потому что Башкана не пускает. Это было сказано прямо или это как-то так завуалировано? Это было понятно. То есть мы вам деньги не дадим, потому что, ну, в принципе, откуда дадут, если у них их нет? Я же вам назвал 6 миллионов на все села и города, 25 миллионов это контрибуции на все населенные пункты. Ну, это то, что они выделили, но у них же есть 600 миллионов из собственных Их доходов. уже нет, потому что они получают в виде заработной платы. То есть и они расходуют. Они уже потрачены, да? Но они потрачены, их уже нет. И нам тоже не нужно ездить. У нас только один проект, 10 миллионов в одном. Только на один год Камрат получает где-то 60 миллионов лей из бюджета страны. Я уже не говорю, сколько от международных доноров. То есть суммы просто 8 миллионов евро только качественные сооружения. Только качественные сооружения. Сейчас получается, они что думают, что я как примар или другие примары, нам очень сложно взять мегафон в руки. Это гораздо легче. Зачем мне будет красный телефон от жителей, сделайте нам то, другое. Это же огромная работа. Я взял мегафон и пошел, то есть сегодня делать шум, то есть для чего непонятно. Чтобы остановить развитие. Зачем нам останавливать развитие? Хорошо, а остальные примары что думают по этому поводу? Потому что там звучали какие-то разговоры, там диалог, одно, какой диалог? Возможно, все все примары, мы практически даже те, что не являются, как бы, может быть, даже рядом с ними находятся, но они все как бы едины. Все То есть они разделяют вашу точку зрения? Конечно, разделяют точку зрения, это 100%. Просто не готовы так высказываться, как вы, или Ну, готовы? естественно, не готовы. Может быть, Анатолий Топалов высказывается, другие. Ряд примаров высказывается. Недавно даже Евгений Тукан, смотрю, в Кангашке тоже пост опубликовал. Хотя он явно не в партии ПАС, он представляет партию социалистов. Да, то у нас получается так, если вы не с Шором, значит, вы с Майей Санду. У них так, вы должны быть обязательно Да, Шором. вы обязательно должны быть с Шором. Да не хочу я быть с Шором. Мы избрали Башкана, то есть я не хочу даже, чтобы Башкан общалась с Шором. То есть я не для этого, у нас Камрат 85% сегодня отдал, голосовали за Башкана. То есть, ну, так решил город, так, но мы не голосовали за Шора, мы голосовали за Башкана. И мы хотим, чтобы Башкан нас объединяла, то есть и она нормальные отношения имела с центральными властями. Мы живем все в одной единой стране. Нам не нужны эти баррикады, я 1000 раз так говорю, мы уже это прошли. Одни выходят на баррикады, а другие приходят во власть. Это у нас было видно с 90-х годов. Те, кто были против автономии, они все стали башканами. То есть практически оно так и было. Вы намекаете на Табунчика, да? Не только Германович, хотя он не самым плохим башканом был, скажу, что при нем даже штатные единицы были довольно, то есть экономно. Умеренные, да? Да, умеренно, то есть это, я вам скажу, что нормально. Но если взять тот момент отношения к Константину Петровичу Таушамжи, потому что я историю знаю, развитие города хорошо, Таушамжи из 100% подоходного налога ему оставили только 10%. Только Дудогу стал примаром, сразу 100%. Эта сумма составила сразу 5 миллионов разница. У одного было 8600, а другого сразу 12-13. Ну, тенденция на сокращение капитальных инвестиций пошла еще при Ирине Влах. Я поэтому и говорю, что с 2019 года было 50, потом было меньше, потом в 2021 еще меньше. Хотя бюджет увеличился, так? Да, бюджет растет, кап инвестиции, то есть они сами дистанцировались от примаров этим самым. То есть они сказали... Региональной власти. Естественно, да. Они шаг за шагом. У Ирины Влах просто был какой плюс о том, что было много проектов. Она общалась и с послами, и с турецкой республикой. То есть она компенсировала все это. То есть компенсация того, что с бюджета мы
на мой взгляд, недополучали, средства шли примерно в другом русле направлении, оно компенсировалось проектом из Турции, из других. Ну, по крайней мере, больше общения было. Тут у нас общение прекратилось со всеми. Ни один посол к нам не приезжает. Нам не нужно ехать, нам звонят К вам-то по пути. приезжают? К нам приезжают, но Как примару Камара. да, нам говорят, вы не езжайте ни в Кишинев, никуда, ни с Ага. кем не встречайтесь, потому что вот с Башканом не встречается. Ну, вы сделайте, уважаемые власти, для того, чтобы вы встречались. Мы вам не против. Мы не против, чтобы сегодня наши власти региональные встречались и в Республике Молдова, и с послами. Нам легче от этого. Зачем нам ругаться вообще? Скандал, он никому не подходит. И никогда он не приносит сегодня, убегает, во-первых, бизнес от этого. Мы теряем все. Из-за этого, что... Кстати, вот из-за этого сегодня- НДС пошло какое-то движение среди бизнеса по переписке? Ну, пошло, конечно. Многие даже адреса Камрате? уже в Камрате мы почувствовали даже по приходу подоходного. Это мы столько стараний было у нас открывать рабочие места. И когда пошел вот этот спор по НДСу, хотя и Конституционный суд они выиграли, как бы, но все равно уже бизнес не так нас рассматривает, как оно было. Оно было, и у нас люди приходили, писали, мы с ними ходили. Сейчас уже ситуация немного изменилась, то есть и бизнес-среда, ну, особенно после того, как митинговали рядом с Гагаузом Афрасы. Но Перед там встреча была с премьером, да? Я не думаю, что нужно было туда, то есть приглашать или людей, чтобы именно вот такое строить. Есть у нас площадь, я никогда не против митингов, всегда за свободу слова. Пусть люди говорят плохо обо мне, хорошо. Свобода слова она важнее, чем все остальное. И всегда мы даем разрешение, то есть на митинги, демонстрации. У нас же недавно был 10-летний референдум, делали демонстрации, мы тоже дали разрешение. На площадь даем, но когда приезжают нам высокопоставленные гости, особенно когда было последний раз приезжал президент, как я, как мэр города, должен отказаться от очистных сооружений, я должен отказаться в пользу людей, которых привезли из других населенных пунктов. Я не могу этого себе позволить, поэтому я их запретил там находиться. И, Вы имеете в виду у этого самого, у университета, так? Да, университета, да. Потому что Вы дали им разрешение проведения митинга в другом месте? Или я что, как? запретил им и предложил в любом другом месте. Потому что если кто-то что-то хочет высказаться, должны написать, собрать списки прошения. То есть мы организуем встречу с жителями. Я не думаю, что президент откажется. Ни один президент у нас еще не отказывался. Игорь Николаевич был, приезжал, другие были. Мы как бы волеизъявление народа навсегда, то есть должно быть требование, пункт 1, 2, что мы хотим, то есть не проблема. Претензии можно предъявлять ко всем, и ко мне в том числе. Всем можно, но должно быть, то есть это как-то в рамках закона, но нельзя хаотически это делать. Хорошо, а вот после этого они пытаются, вот та встреча, которая была в Доме культуры, на этом все прекратилось? Или они по-прежнему пытаются каким-то образом выйти на примаров, давить на примаров? Разговор о том, что не нужно идти в Кишинев. Вот вы сегодня были в Кишиневе, допустим, да? День гагаузского языка, и очень рад Парламент. был, что Лариса Волок, депутат парламента, организовала данную встречу, потому что я говорил перед этим и сейчас повторяю, что я ездил при любой власти и буду ездить, мне никто не запретит. Мне может запретить только избиратель муниципия Камрат, когда он мне скажет, что Сергей Ильич, нам больше не нужны дороги, нам не нужны очистные, ничего, вы можете, но вы не езжайте никуда. Вот тогда мне даже легче будет, я буду просто сидеть в кабинете и ничего не делать. Да, Ну, допустим, Панов же как кричит? Я говорю, нам не нужны дороги, нам нужно отношения. Не, ну сначала ролик красивый был, что мы приходили с предвыборными обещаниями, что у нас в Камрате там ролик, помните про муниципий? Я даже позавидовал, думал, может мне вообще не идти на должность примара, коль такие инвестиции будут, но после этого, когда на митинге стали, нам не нужны контрибуции, нам не нужны дороги, нам ничего не нужно. Так, а зачем об этом не говорили вы во время выборов, что нам это ничего не нужно, мы будем идти по другому пути. Нам нужна конфронтация, нам нужны здесь скандалы, нам нужны здесь дисбаланс общества. Надо было об этом сказать во время выборов. Я говорил во время выборов о развитии муниципия. Я сейчас об этом же говорю. Но как примар столицы я не могу сегодня позволить, чтобы, за выражение, люди сегодня приходили и вводили в заблуждение наших жителей. Начинали говорить о том, что мы там хорошо, плохо живем. Мы нормально живем сегодня. Я понимаю, что не лучше, чем не так, как хотелось бы жить. Но, по крайней мере, надо учесть, что есть страны, где намного хуже живут, чем мы. Но для того, чтобы мы лучше жили, что мы должны сделать? Все вместе сплотиться и работать. Другого способа нет. Обещают нам тут поднимать пенсии людям.
Газ по 10 лей, а параллельно берут из 700 лей, которые выдавались раньше, дают только 400. Так бюджет же растет, он уже 1,5 миллиарда и больше. Почему 400 лей вместо 700? Вот я не могу понять. А как без рабочих мест вы можете это сделать? Сергеевич, а вот вас как вообще, как вы смотрите на вот эти вот заявления? Ладно, поездки в эту Москву за последний месяц были 2 раза. Но вот эти разговоры, что там в случае чего объявим независимость и так далее. Вообще эти разговоры нужны сейчас, с вашей точки зрения? Нет, конечно, сегодня разговоры не нужны. У нас, как бы мы понимаем, что здесь у нас пророссийский электорат не проблема, это как бы волеизъявление каждого, то есть нашего жителя. Но сегодня, по-моему, вообще неуместно. То есть, как бы, можно просто поехать, встретились, но без этих всяких деклараций. Я же поэтому говорю вам, перед этим сказал, что конфронтация, вот это все нам оно не нужно сегодня. И вообще никому это не нужно. Я не думаю, что кто-то у нас из наших жителей сегодня хочет здесь какого-то конфликта или чего-то. Никто этого не хочет. Вот давайте сделаем опрос, хотят или не хотят. Люди не хотят, с кем я не общаюсь, даже с бабушками, старшими. Нет, мы хотим в мире жить. Все так говорят нам. Хотим в мире жить, хотим хороших отношений с центральными властями страны. То есть надо над этим работать. Потому что мы сегодня одни ездят, мне вообще не нравится, когда одни ездят там, в Румынии есть унионисты, то есть будем объединяться, другие говорят туда, но мы живем в Республике Молдова. Надо запомнить этот раз навсегда, что Республика Молдова признана как независимое государство, куда я могу из моей семьи ехать. Вот, то есть мы можем сотрудничать с Румынией, с Россией, с Украиной, рядом соседи наши. То есть мы не можем сегодня отказаться от всего вот этого, или как мы можем сотрудничать. Во благо мира, и нужно вещи назвать именами сегодня. И нельзя сегодня такую политику вести. Только во благо развития и только за нашу страну. Автономия – неотъемлемая часть нашей страны. Это не нужно забывать вообще. Ну хорошо, когда говорят про давление, там, не знаю, на Гагаузию, гагаузов, вы как-то его ощущаете? Ну, давайте я в цифрах скажу о давлении, да, Давайте. чтобы было понятно. Значит, сегодня приблизительно Хинчерский район, я так плюс-минус посчитал, может я там ошибся на плюс 10%. Значит, бюджет Хинчерского района вместе с районной администрацией, с городом Хинчерск, всеми населенными пунктами составляет там 700-800 миллионов лей. 125 тысяч населения. Гагаузия имеет 145. 150 пусть будет, у нас 1,5 миллиарда бюджет. Вы же видите разницу, что у нас денег больше на душу населения. Больше, чем в 2 раза. Ну, не 2 раза, может быть, но процентов У на них 700 тысяч, у нас да, 1,5 миллиарда. Да. Да. Это Ну, больше, чем в 2 раза. Дело в том, что они еще кое-что получают из центрального бюджета, то, что мы не получаем иногда. Бывают такие, но исходя из этого года мы тоже получили очень довольно много. Но в любом случае он больше. У нас, значит, питание в детских садах и школах бесплатное, у них платное. Давайте, если будет наоборот, тогда что? Ну, вот представим себе, что в Левском, во всех республике Молдова кушают сегодня бесплатно. Да, нам скажут, а нам говорят, у вас есть автономия, кушайте, вы сами решайте. А мы не можем, к примеру, себе позволить. И это тоже будет. Я не считаю, что сегодня... Но они скажут, мы же из своего бюджета платим, а не из центрального. Ну, понятно, я же поэтому и говорю, вот у нас есть бюджет автономии, есть налоги, которые нам оставили. Ну, не так, как сказали, что мы ни одного лея не оплачиваем налоги, тут я не согласен, каждый житель оплачивает. Там Да, но если мы говорим о разнице, я ее привел в пример, что у нас больше налогов остается. Если мы называем социальные выплаты, к примеру, пенсионный и социальный фонд, это выплаты, это не налоги. То есть это мы выплачиваем, или медицинское страхование, это тоже не налог. Это то есть медицинское страхование, что мы платим. Налоги – это налог на прибыль, налог разница НДС. Но бизнес все равно рассматривает это как налог. Ну, понятно, но я имею в виду их квалификации, как названия. Поэтому, если исходя из этого, да, налог на прибыль остается у нас 100% здесь. Налог на НДС разница. То есть мы не говорим то, что с таможни приходит. Остается подоходный налог, который должен вообще быть только на местном уровне. Подоходный налог, он вообще никто не должен получать его. Этот налог, он рассчитан на развитие населенного пункта. И человек платит по доходам. И сегодня у нас 50%, остальные 50% идут в автономию. То есть 100% остается Гагаузии. То есть Камрад генерирует, вы говорили, да, в 240 миллионов? Да, 240 миллионов мы в год оплачиваем налогов в бюджет Гагаузии, из которых только 60 остаются для развития муниципия Камрад. Только 60. 180 уходит. Да, Чадрунга где-то 120 оставляет, 40 себе забирает для развития. Это 2 города, которые как бы налогосоставляющими из собственных доходов Гагаузии.
И сегодня, когда речь идет о... И они обратно не возвращаются в ваши города, в Камрад. Они могут вернуться, если будет волеизъявление, выдадут нам контрибуции на новые проекты. Да, они могут вернуться в 9 миллионах, там, 12, но в любом случае 180 мы и не хотим, чтобы возвращались. В Камраде работают из сел, жители, то есть у нас здесь все структуры находятся. Мы не спрашиваем даже 50% того, что мы собираем. Нам хватает то, что сегодня как бы хотелось бы, чтобы эти средства шли на развитие Гагаузии. Не может село сегодня себе позволить столько же оплачивать. Мы это понимаем прекрасно. И Камрад, он должен делиться с теми населенными пунктами. Но не заработными платами, которые сегодня получает, и в село ничего не поступает. Мы не для этого сегодня аккумулируем эти 180 миллионов. Мы хотим, чтобы от них хотя бы 100 миллионов просто вот шло на развитие населенных пунктов. 100 миллионов это самое маленькое село, это как минимум 2-3 миллиона. Среднее село это до 10 миллионов. То есть такие города, как Чернуга, Камрад, тоже чуть больше 10 миллионов могут получать ежегодно. Эта возможность в Гагаузии есть. Хорошо, вот теперь к вопросу об этом упаковочном дворе. Вы сказали, что упаковочный двор — это тоже проект, который был утвержден исполнительным комитетом и агентством регионального развития. Да. Наряду с теми проектами, которые вы назвали. Это район Танка и Туканянского, который сейчас реализуется. Конечно. Да. В чем проблема? Вообще объясните, зачем Камраду упаковочный двор? Да? И в чем вообще как бы камень раздора сейчас? Объясните. Камень раздора, потому что этот проект якобы был предыдущими властями. То есть проект 4 года работал ЮСАИД, эксперты. Узнавали, есть что упаковывать или нет. Исполнительный комитет, управление АПК, то есть инфраструктуры, все управления, там, где работают немало людей, они также знакомы данным проектом, они также давали свои заключения, они все голосовали. Районная администрация, они тоже в комиссии АДР, которая у нас идет. То есть все вместе привлекали данный проект, но в конце почему-то исполнительная власть напала на примара Камрата и сказала, что этот проект нехороший. Так если проект нехороший или он какой-то неэффективный, так верните назад заработные платы, которые вы получали, и нам этих средств хватит на 3 проекта таких. То есть, Коль, как может быть упаковочный двор нехорошим, то есть, или неэффективным проектом? Что у нас много упаковки есть? Вы когда ходите в магазин, вы что-то без упаковки покупаете сегодня? Ну, я не видел вообще развития нормальной, а у нас аграрная часть, у нас все должно упаковываться. Там должен быть упаковочный двор для чего? Для фруктов, да? Конечно, да, завозят яблоки, ну, все, что есть, все, что можно упаковывать, это может быть и слива, и все, что угодно. Но речь не идет о холодильниках. Самое интересное, что нам приводят в пример неработающие холодильники в Гагаузии. Так мы не строим холодильники. Холодильники в упаковочном дворе – это сопутствующее. Речь-то идет о упаковке продукции и отвоз его на рынке. Сегодня никому в том числе на экспорт или только для нас? Экспорт, конечно, да. И внутренний рынок, и экспорт. Как он может быть сегодня неэффективным, данный проект? Понятно, что там вопрос, который я тоже задавал в ВДР, сумма была 23 миллиона, потом стала 43, когда увеличилась. Этот вопрос меня также интересовал. Но я знаю, что в ВДР сегодня Татьяна Андреевна, и я знаю, что то есть компания, которая дает самую низкую цену, она и выигрывает. И мы разрешаем цену спустить больше, чем на 30%, 40%. То есть нет у нас ограничения спуска цены. Я знаю, что проект будет в итоге 33-35 миллионов. Я в этом уверен, потому что мы провели сейчас 2 тендера. И первая компания, которая дала самую низкую цену, вот она и выиграла, и все. Хорошо, вы там, получается, как вы собираетесь его строить? Вы будете брать кредит для покрытия контрибуций? Что вы собираетесь Нет, мы взяли кредит, Совет уже принял решение, сейчас Минфин должен нам утвердить. Параллельно мы подаем на исполнительную власть в суд, потому что они обязаны по закону. Это что касается контрибуций, так правильно? Контрибуции, но они не могут нарушать свой же закон. Закон о контрибуциях, он обязывает их. Тем более прошлого года мы... Там какая сумма идет? 9 миллионов? Сколько там? 9 миллионов с их стороны? Да, с их стороны, да. Потому что там сумма может быть и до 14 миллионов нужно будет, но 5 мы уже изыскиваем как бы сами. Хотя проекты региональные, 70% доходов поступает в бюджет автономии, 30% там. И сегодня я считаю, что это, опять же, примаров так в сторону, вы строите, а мы спокойненько вот будем получать эти 70% в виде доходов к себе и будем делить его на заработные платы. То есть, ну так хорошо жить. Потому что якобы это в Камрате. Ну, в Камрате, да, если оно в Камрате, дайте нам все 100%. По доходному налогу мы вас ни о чем просить не будем. Да, хорошо, а с лицеем? С лицеем это вообще, это еще 22 год. Исполнительный комитет принял решение выделить 6 миллионов лей в виде контрибуции согласно закону автономии. А Народное собрание решило, что учреждения школьные они не будут финансировать, потому что этим должна заниматься Молдова.
Ну, я отчасти согласен с Народным собранием о том, что Молдова должна заниматься строительством школ, там, где будем изучать государственный язык. Но в первую очередь есть закон автономии. Если в этом законе указано, что выделяется контрибуция, я как примар привлекаю сюда инвестиции, я уже знаю, что у нас контрибуция изначально, что я получу, то есть примария получит сумму в виде контрибуции. Тут мы сталкиваемся с контрибуцией, после 20 миллионов как привлекли, и тут нам отказывают. Хорошо, а следующий проект я должен гадать, нам откажут или нет? Это вы имеете в виду новый корпус румынского лицея, да? Да, там, Михаила Миневского, то есть, да, Михаила Миневского. После Там же этого, Румыния финансирует, нет? да. После этого уже обратились власти Башкана, тогда обратилась к министру образования, и он изыскал эти 6 миллионов лей. Сегодня речь идет о 3 миллионах лей, чтобы завершить полностью и сдать уже эксплуатацию объекта. А там что нужно завершить? Полностью завершается весь внутри, там, все, что не было не учтено, потому что объект большой, всегда неучтенки есть. И несмотря на это, что мы в школах, сама примария, наш бюджет 130 миллионов, он даже не составляет 10%, хотя нас 17% населения. Кабрат составляет 17% населения Гагаузии. А бюджет у нас где-то 9%. То есть явно, что 8% денег. И получается, что мы в школах строим по программе GIZ площадки, за собственные средства строим футбольные площадки, Еменецкую, второй, везде мы строим. Получается, мы с этого маленького бюджета можем строить и дороги, и все. А с бюджета 1,5 миллиарда в школах мы можем, не должны ничего делать. Так сейчас 3 миллиона вы платите, получается, да? Мы взяли кредит, мы же должны завершить, мы должны выглядеть порядочными. То есть, потому что у нас следующие проекты. Хорошо, что совет муниципальный у нас един со мной. Хорошо, если я был бы один примар, как бы вот я решил пойти против там властей. Ну хорошо, тогда 27 советников. Они все едины. Практически по Еменевскому, по всем они все поддержали. То есть они не поддерживают давление конечно, не региональной власти? Да, конечно. Может быть, 1, 2, 3 советника есть, которые бы сказали. Но я говорю, что 90% советников все поддержали примарию в данном случае. Они все прекрасно понимают, что примария потеряет другие проекты, следующие. Потому что когда мы не можем довершить до конца какие-либо проекты, то мы обязательно после этого теряем другие. Так вы сейчас уже доверия к нам нету. Проекты, которые вы назвали, которые сейчас реализуются, уже там где-то миллионов на 50, можно сказать. Да. Но туда мы уже выплатили. Это получается, что контрибуции выделяются. Я к тому, что как бы они вообще ничего не предлагают покрыть это. То есть они как бы говорят, не контактируйте с Кишиневым, но мы вам деньги не дадим. Отсутствие контакта с Кишиневым нам максимум они определили 3 миллиона лей. Это 2 контрибуции на Танк-район и на Тканевский. То есть там они приняли решение, но это еще не факт, что мы их получим, потому что еще Народное собрание должно проголосовать. А оно проголосуйте. Ну, мы еще гадаем, законы Гагаузии будут работать или нет. А вдруг сейчас скажут, что канализацией должна заниматься Молдова. То есть, к примеру, Гагаузия не должна. Ну, как было по Еменевску. Мы же гадалки, то есть должны ходить, думать, нам дадут контрибуцию или нет. Я на что обратил внимание? Вот после той встречи, которая у вас была в парламенте, которую организовала председатель комиссии по местным органам власти госпожа Волох, да, Лариса Волох. Да. Там были вы и примар Чадырлунги. После этого были организованы 2 передачи на ГРТ. Вроде как бы пригласили вас на одну передачу, и на вторую передачу пригласили примара Чадырлунги Анатолия Топала. Да. И на что я обратил внимание, там очень серьезное давление, как бы получается, на вас. Ну, естественно. То есть, как вы еще ГРТ, как вы оцениваете эту позицию? Ну, во-первых, я попросил, чтобы мне дали реплику на высказывание депутата Народного собрания Дудоглу, что он там обвинил меня, там, не знаю, там, ПАС, да я же говорил на выборах, откуда он это взял, я не знаю, правда. Хотя с его... То есть ПАС, он считает, что ПАС это самое страшное слово? Да, то есть для него ПАС даже хуже, чем ШОР. Еще неизвестно, кто из них хуже или лучше, да. Но его казначей на выборах приходил ко мне в примарию с депутатами от ПАС, от имени Николая Дудогла. То есть я его в этом не обвинил. Потом он вдруг стал с ШОРом. Что там случилось, я не знаю, но когда Башканский. Я его не обвиняю, потому что лучший вариант, как бы, пусть будет, с кем он хочет. Но зачем говорить в мой адрес о том, о чем он не знает. Если я сотрудничаю с властями, значит, страны, значит, я уже в ПАС. Так подождите, я недавно у нас вроде обвиняли меня в партии социалистов, или где там еще. Вообще-то мне не интересно. Но когда ГРТ пригласила нас на передачу, должны были пригласить 2 на 2, а не 4 на 2.
Это как минимум несправедливо. Представитель совета... Не по спортивному, скажем так. Не по спортивному, да. Еще и Марию Пулчу пригласили. Ну, То есть, но оказалось в итоге, что она больше разбирается в контрибуциях, чем то есть, сотрудники, которые отвечают за данный проект. Она даже больше знает. То есть оказалось так. Я даже удивился. То есть, и нам рассказывают, что они нам выделили. Да, выделили там, кстати, не без вины предыдущего исполкома, который был. Вот, согласно самого упаковочного двора, контрибуции, в принципе, и сам проект должен был, конечно, еще в 2022 году должен быть. Не знаю, по каким причинам, либо из-за тех смет, что подорожали очень цены тогда на 100%. И 1 200 000 выделили в виде контрибуции, как будто этого было достаточно. Но когда уже пошел проект дальше, когда все подорожало, понятно, что пересчет смет этих всех был. Но не продлили данный проект, хотя была возможность, то есть исполнительные власти, то есть продолжить данный проект. Увеличить Да, увеличить, да, и чтобы этот проект был реализован. Ну, не было сделано, но лучше поздно, чем никогда. Но нельзя же упускать сегодня 23 миллиона рублей. Вот просто так мы их потеряем, город. Из-за вот этих 9 миллионов мы должны потерять 23. А ГРТ тогда как бы должна была пригласить 2 на 2. Хотя бы 2 на 2, ну 4 на 2. И еще у нас то, что в парламенте даже, вот мы сейчас ездим по рынку. Я обратился и в Народное собрание по рынку. Ни ответа, ни привета. То есть нас они не поддерживают. Вот А парламент уже во втором чтении вносит изменения в закон о кооперативах? Парламент, мы с Ларисой Волк, я очень благодарен этому человеку, и, в принципе, председатель парламента, они взялись за этот вопрос, а мы с 2017 года едем. И благодарен тем депутатам, которые в первом чтении проголосовали. Я очень хочу увидеть в втором чтении, как будут голосовать нам наши депутаты, которые избирались от юга отсюда. Мне очень интересно будет. Ну, они избирались не от юга, они родом из юга. Ну, родом, в принципе, и наши жители здесь тоже голосовали за них. Мне очень интересно, как они проголосуют во втором чтении. Я надеюсь, что они будет уже не 57 депутатов, в основном это депутаты ПАС и ряда других. И я надеюсь, что там будет уже депутатов еще больше, потому что данный закон получил все авизы о том, что он имеет... Сергей Ильич, я прошу прощения, мы уже 36 минут пишем, да, то есть как бы, да, по поводу рынка, безусловно, будем следить за ситуацией, ждем новостей из парламента и по определенному случаю обсудим этот вопрос. Я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в эфире и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Друзья, у нас на связи по скайпу глава Ассоциации украинских сообществ Украины Юрий Девчогло. С господином Девчогло мы поговорим о ситуации в Одессе и в Украине в целом. И, может быть, коснемся ситуации на фронте. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Приветствую. Заман Хайросу Буназио. Буназио, витаю. Да, витаю вас. Да. Добро пожаловать. Опять рад вас видеть у нас в эфире. Ну, давайте коснемся ситуации на фронте. Юрий Дмитриевич, что вам известно? С одной стороны, такие алармистские, скажем так, настроения. С другой стороны, мы видим, что, в принципе, ЗСУ справляется с тем натиском. Да? То есть, что вы можете сказать об этом? Что вам известно? Ну, сколько я общаюсь со своими знакомыми, которые воюют в том числе на передней линии фронта, идет позиционная война на многих участках, на пару участках. В Донецкой области особенно идет попытка продолжения наступления российских войск. Это в районе Авдеевки и Бахмута. На остальных территориях идет позиционная война. Ну, сейчас мы видим ситуацию, часто стал звучать Часов Яр. Там что происходит? Ну, Часов Яр очень важен, там очень высокие высоты, одни из самых высоких в Донецкой области. Поэтому, насколько я знаю, там высота около 300 метров. И они преобладают над остальной частью Донецкой области, еще не оккупированной. То есть за эти высоты будет очень большая ожесточенная борьба. И туда кинуто на сегодня, говорят, там 1 к 10 чуть не и по технике, и особенно по количеству войск российских. Сочетание идет 1 к 10. Очень большой натиск, постоянное наступление, но с другой стороны украинские войска все отражают, но с другой стороны очень много потерь. Многие сравнивают Часов Яр как с Авдеевкой, то есть сегодня минимум около 1000
в живой силе российская армия сегодня теряет по часовым минимум 1000 человек. Это очень То есть, большое количество. то есть Авдеевка, сравнительные потери в Авдеевке были больше, чем в Бахмуте, да, а в Часовом Яре больше, чем в Авдеевке. Это вы хотите сказать? Не, приблизительно как в Авдеевке. То есть многие называют наши военные, что Авдеевка 2. То есть по количеству потерь и в технике и в жилой силе Часов Яр примерно сравнить в Авдеевке было очень много. Там было и по 1500, по 2000 в день. Концентрация российских войск под Часовым Яром, она аналогичная той, что есть, наблюдается в Авдеевке, или разная? Чуть-чуть меньше, говорят. Ну, тоже похоже, как в Авдеевке, но очень постоянный резерв. То есть постоянное пополнение резервов. То есть поставлена задача взять Часов Яр. И как говорил там наш командующий Сырский, до 9 мая поставлена задача. Ну, а Потери Часов Яр велики. там... Да, слушаю, извините. Потери российской стороны велики. Посмотрим, что из этого получится. Ну, 9 мая, насколько из того, что мы читаем в российских Да. пабликах, якобы поставлена задача Путина до 9 мая взять Часов Яр. Насколько это вообще реалистично, я... Понимаете, я и всегда говорил, что это война бессмысленная, потому что за каждые 10-15 километров захваченной украинской земли, если будут ложиться там жизни, ставиться жизни там, от 30 до 50 тысяч жизней российских солдат, я не знаю, но это немыслимо. Это только диктаторы, которые не могут, не ценят жизни своих граждан, могут каждые 10-15 километров вложить по 50 тысяч жизней своих солдат. То есть, допустим, им через месяц удастся взять там Часов Яр, понимаете? Но за это время от 30 до 50 тысяч российских солдат погибнет. Стоит ли эти 10 километров? 50, так даже у России не хватит солдат дойти даже до Днепра. Да захватить Донецкую область, даже грубо говоря. Там дальше они хотят, я так понимаю, там есть случаи, если, да. Я тоже слышал, что, в принципе, это гораздо сложнее, чем Авдеевка, и гораздо сложнее, чем Бахмут, потому что это высота, да, то есть Часов Яр на высоте. Но, с другой стороны, Часов Яр открывает дорогу на Краматорск и Славянск. Другие... Да, на три города Краматорск, Славянск и Славянск, Краматорск, там ниже Покровск, я не помню, город какой-то, еще один город. Да, ну вот, коллеги, если чуть сдвинут карту, там видно будет, да. Насколько Краматорск, Славянск и Покровск, насколько я помню. Да. Ну, Славянск, да. Дружковка есть. Там 4 города, которые населением больше 20 тысяч человек. Ну, Славянск — это то, где начинал, по-моему, Гиркин, да, Стрелков свою диверсию. Да. Славянск. То, откуда все начиналось. Освободили. Попросили. Ну, тут, кстати, очень показательно, как вы говорите, им не жалко 50 тысяч, да, но мы видим, что творится сейчас с затопленными регионами Южной Сибири, да, Южного Урала. Оренбургская область, почти 1 миллион жителей в зоне бедствия, и им по большому счету все равно. А совершенно другая ситуация в Украине, да, Украина страна, которая каждый день находится под обстрелами, но и они попадают по критической инфраструктуре, но при этом мы видим работы с экстренных служб, которые постоянно восстанавливают, скажем так, снабжение электричеством, водоснабжение и так далее. Вот чем вот это вот обстрелы сейчас отличаются от того, о чем мы с вами говорили, по-моему, год назад зимой. Помните, это тяжелая зима, когда они постоянно обстреливали трансформаторы, электростанции и так далее. Что сейчас происходит с критической инфраструктурой Украины? Ну, Украина после прошлогодних обстрелов осенних, зимних, Украина уже технически готова к резервным системам электроснабжения. Даже вот месяц назад практически были уничтожены за неделю все ТЭЦы, которые снабжают Харьков. Да. И ничего, буквально в течение дня наладились резервные системы для снабжения. И в Харьков, по крайней мере, ночью, вечером был там, больше половины дня был с электроэнергией. То есть украинский народ, украинское правительство, украинские там, органы местного самоуправления за эти 2 года готовы ко всему уже. Ко всему.
Они готовы работать под землей, они готовы работать там без воды, без света. Но самое главное, не просто готовы, они готовы все это быстро восстанавливать. Даже то есть если прошлый раз, там, прошлой осенью, там, неделями города или села могли там сидеть без электроэнергии, то сегодня день-два, максимум 3, все восстанавливается. То есть есть мощные генераторы, есть резервные электростанции, которые там, я знаю, что в Харькове там завезено несколько мощных электростанций, которые каждая из них там на 10 мегаватт. Понимаете? Поэтому, по крайней мере, больницы, школы, там, то, что необходимо со светом. То есть, несмотря на то, что, ну, во всяком случае, мы это видим из сводок, да, то есть, как бы, удары российских оккупантов стали более точными, прицельными по гражданской инфраструктуре, допустим, попадание в тот же ТЭЦ в Харьковской области, но при этом способности Украины восстанавливать, скажем так, критическую инфраструктуру увеличились, да, за это время, из того, что я понимаю. Абсолютно верно, да. То есть появился опыт, как быстро это восстановить. Или уже готовые на подхвате резервные системы, там, подсоединения. Я не хочу там много чего рассказывать. Ну, понятно, да. Но, Понятно. по крайней мере, это все очень быстро восстанавливается или подключается к резервным или альтернативным линиям, так это назовем. Укрэнерго работает очень хорошо, как и многие органы мест. То есть 2 года войны дал большой опыт работать в критических условиях. Так подытожим, подчеркнем. С этой точки зрения, Юрий Ильич, можем ли мы предположить, что Украина, в принципе, развивается в сторону того, что мы видим в Израиле? Да? То есть Израиль тоже находится в таком окружении недружественных стран. Ну да, там за последнее время эти авраамические соглашения, которые удалось достигнуть с Иорданией и Саудовской Аравией, да, но тем не менее Иран, Сирия, Ливан, да, которых контролируется Хезболлой и так далее. То есть Украина готовится к этому, я правильно понимаю? То есть к тому, чтобы жить рядом с агрессивным соседом, который постоянно будет обстреливать. Вы очень правильно заметили, соседи не выбирают. Ну К да. сожалению, у нас бешеный и ненормальный сосед. Есть выражение, даже картинки по этому поводу. Обережно и ты сосед. М. И как- Обережно сосед, да, понятно. Злая собака, Да. типа того, да, что-то вроде этого. Да, что-то типа такого. И смешно, и грешно, но действительно, вы правильно подметили, Украина все больше становится похожа на Израиль. То есть быстрое восстановление, готовность все время к обстрелам. И сейчас я знаю, что вся мощь направлена на то, чтобы и центральных властей, и военных, на то, чтобы наладить систему ПВО. Вот на прошлой неделе, там буквально пару дней назад, и Зеленский сказал, что Украине, чтобы закрыть все объекты критической инфраструктуры, нужно около 20 патриотов. Насколько я знаю, в Украине сегодня где-то 5-7 патриотов. Ну, я не могу точное количество никто не может знать, по крайней мере, из гражданских точно. Ну, где-то так, предположительно, 5-7 патриотов. Это достаточно, чтобы закрыть там 2-3 крупных города в Украине. Вы видите, что сколько бы сотни ракет баллистических, в том числе, не летело до Киева, все нормально. Да. Единственное, после каждого обстрела весь город усыпан обломками этих баллистических ракет в том числе. И хваленый кинжал, и там Х-59, Х-101, все сбивается. И калибры в том числе. Я думаю, что пройдет максимум пару месяцев, и Украина более-менее будет накрыта таким куполом. По крайней мере, крупные ее города-миллионники, там крупные инфраструктурные объекты. То есть это следующий этап того, что должна сделать Украина. Сегодня мы, и многие военные говорят, мы входим в этап затяжной войны. Когда Россия не может, в том числе и Украина, не может сделать крупных наступательных операций, у Украины мало оружия. К сожалению, сегодня вот даже говорят, что 1 к 10. И потерь у Украины в 10 раз меньше, чем у России. Но с другой стороны, там, по количеству артиллерийских ударов, по количеству там, технического вооружения Украина 5-10 раз меньше, чем у России. Но если была бы другая страна, она давно бы уже сдалась. Понимаете? А Украина с таким маленьким перевесом сражается, потому что у украинской армии, у украинского народа есть мотивация.
Это самое главное оружие сегодня украинского народа. Несмотря даже на усталость войны, вот недавно в Украине вышла мобилизация новая, Да-да. и, к сожалению, и многие говорят, вот в этом законе не предусмотрена демобилизация. Многие как бы из-за этого критикуют. Но с другой стороны, Украина не может сегодня себе позволить провести демобилизацию. И даже вот брали интервью тех людей, которые воюют там уже по 8 лет, там, с 14-го, с 15-го года, те, которые с первых дней войны воюют уже больше 2 лет. Они готовы, что мы видим, мы воюем, мы видим, что не хватает людей. И мы, даже если был бы закон о демобилизации, мы не ушли бы сегодня с фронта, потому что страна там нуждается сегодня в нас. Да, мы устали, да, 2 года беспроблемно воюем, но никто сдаваться не собирается, как говорится. Ну, И этот... Украина хорошая. Никто сдаваться не собирается. ну, это- Думаю, что сегодня по артиллерии есть наметки на то, что, вы знаете, благодаря президенту Чехии, бывшему основному генералу, сегодня там планируется в течение 3-4 месяцев поставка 1 миллиона артиллерийских снарядов. И часть из них, уже процентов 10-15, наши военные говорят, уже поступила. То есть уже, по крайней мере, отстреливается в артиллерийском плане Украина, по крайней мере, чувствуется, что Украина обстреливает сегодня, в том числе нападающие там войска под тем же самым часом Яра или там под Бахмутом. Юрий Ильич, последний вопрос, не могу его не задать. Вот вы, уверен, следите за тем, что происходит здесь, в Гагаузии, да? Вот те люди, которые занимают должность председателя Народного собрания Ебашкана, за последний месяц 2 раза были в Москве. Кроме этого, на российских пропагандистских каналах, на телевидении мы видим, как они там думают о том и вслух рассуждают над тем, как помочь гагаузам здесь. Что в понимании русских означает помочь как бы людям, которым они считают помочь, мы знаем, да, то есть они пришли помочь на Донбасс, мы видим, что там произошло на Донбассе, да. Как бы и тут мы видим, к сожалению, в Гагаузии очень много людей, которые с энтузиазмом воспринимают вот эти разговоры в России о том, что Россия хочет помочь гагаузам. Что бы вы вообще ответили этим людям, которые здесь ждут? Как вы вообще это рассматриваете, расцениваете, и что бы вы на это сказали? Ну, я сегодня считаю, что то, что творит сегодня, не знаю, руководством Гагаузии его назвать, или как его назвать, я даже не знаю. Я на своем посту назвал Башкана Гагаузии недобашканом, может быть, это были эмоции. Я за сохранение башканства в Гагаузии. И вы знаете, несмотря на политические силы и элиты, которые были в Молдове, в Гагаузии, ну, Башкан всегда звучало гордо. Башкан всегда звучало гордо, но сегодня это позор. Я считаю, что то, что сегодня творит институт башканства, институт исполкома Гагаузии, это позор для гагаузского народа. Это предательство интересов и гагаузского народа, и предательство интересов той страны, где на сегодня существует Гагаузия, это Республики Молдова. Это предательство и позор. Вот я могу этими 2 словами сказать. А у нас в Одессе по этому поводу там поездки часто в Россию, к русским. Знаете, как у нас в Одессе шутят по помощи России? Знаете, Одесса такой юморной город. Ну да. Что вы так жили, как вы нас спасаете? Ага. Ну, Это не смешно, но намек понятен, да. Ну, это по-одесски. Это все. Одесский мудрый юмор, он всегда говорит, чтобы вы так жили, как вы нас спасаете. Понимаете? Бомбежками, разрушениями, убийствами. Да. Поэтому я не знаю, мне очень много вопросов, особенно первый месяц после первой поездки задавали, очень неприятно, вы знаете. И когда говорят, что там твои гагаузы, что там ваши гагаузы. Во-первых, это молдавские гагаузы, во-вторых, это там фактически не гагаузы. Я всем говорю, что сегодня Гагаузия захвачена преступной группировкой. В Одессе говорят отжата. Сегодня власть Гагаузии, исполком Гагаузии, телевидение Гагаузии отжата преступной группировкой. Будем говорить их же терминами преступными, понимаете? Преступная группировка, живет по понятиям. Вот сегодня Гагаузию отжали.
путем подкупа, шантажа. Ну, знаете, преступная группа всегда покупала чиновника. То же самое она сегодня сделала в Гагаузии. И это удалось, к сожалению, при, не знаю, попустительстве, или как говорится, пропустили центральной власти Молдовы. Не думали, что так все серьезно вернется. К сожалению, да. Юрий Ильич, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Вам спасибо. Allah size sağlık, kısmet, emniyet versin. Слава ЗСУ. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о дате, которая на этой неделе случится. Это, скажем так, дата посвящена тому, что в Молдове будут отмечать, значит, или вспоминать жертв голода 46-47 года. Решением парламента в 2022 году, третья суббота апреля, установлена как дата памяти жертв голода 46-47 года. Вообще означение этой даты и что означал этот голод для Республики Молдова и для людей, проживающих между Прутом и Днестром, я предлагаю поговорить с историком, который у нас на связи по скайпу, Октавиан Цику, историк Молдавского государственного университета, преподаватель, я так понимаю, да, Октавиан? Да, профессор Госуниверситета. Здравствуйте. Приветствую вас, Октавиан. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Я впервые вижу, что вы преподаватель, я прошу прощения, да, потому что я вас знаю больше как политика, профессионального боксера, да, и историка, с которым мы очень часто обсуждаем. Уже 21 лет я профессор в университете. Я прошу Причем прощения. я преподавал и в 6 румынских университетах, и в 7 университетах в мире. Сейчас я профессор в Бухарестском университете, преподаю как раз Холокост и ГУЛАГ в европейской политике, европейской истории. Именно так это делаете, связываете, да, Холокост и ГУЛАГ, потому что для вас ГУЛАГ это примерно то же самое, что творили в концентрационных лагерях гитлеровской Германии. Это составная часть истории нашей общей, и поэтому их очень хорошо взаимосвязывать. И я рад тому, что эта тема была связана в одном целом, потому что евреи и румыны были и жертвами, и те, которые осуществляли, скажем так, политику Холокоста и ГУЛАГа. В военный период, да, мы об этом говорим, да? То есть... Да, военный, но ГУЛАГ, конечно, и предвоенный, и послевоенный, потому что ГУЛАГ – это целая история. 20 миллионов человек. Кстати, голод тоже относится к тому, что мы называем, потому что определенные историки, включительно российские, говорят о том, что вообще Советский Союз был большим ГУЛАГом. То есть мы говорим на зоне, чтобы вы знали, на зоне говорили большой ГУЛАГ и маленький ГУЛАГ. Маленький ГУЛАГ был то, что относилось к репрессиям, к советской созданию лагерей исправительно-трудовых, а большая зона или большой ГУЛАГ – это был Советский Союз. Примерно аналогично, по-моему, называли Российскую империю, если не ошибаюсь, да, как-то. Да, темницей народов. Ну, возвращаясь к теме, во-первых, самый первый вопрос, который я хотел бы задать, почему так долго в Республике Молдова, значит, так, шли к этому дню, установлению даты жертв голода? Только в 22 году установили его. Почему так? Да, вопрос, конечно, очевиден но он настолько же вопрос, наверное, неожиданный, и ответ неожиданный, потому что вообще после 1994 года у нас произошло возвращение коммунистической номенклатуры или неокоммунизм, как мы его называем. Эти люди, которые черпали свои голоса из исторической памяти, связанной с Советским Союзом,
они навязали вот этот дискурс относительно позитивного влияния советской истории. Это, кстати, было не только в Республике Молдова, это было и в других республиках Советского Союза. Напомню вам, например, Лукашенко вернулся в Беларусь, Гайдар Алиев в Азербайджан, Шеварднадзе в Грузию. И одновременно с этим как бы советская история стала более позитивной на политическом уровне, я говорю, потому что в академической среде у нас все продолжалось по-другому. Мы преподавали это, мы находили документы. Но главное, что произошло, это в 2010 году, когда комиссия по осуждению коммунизма в Кишиневе наконец добилась открытия архивов. Да. И эти архивы нас поразили, потому что там было что-то такое, которое наконец надоумило всех в Республике Молдова. Появилось, кстати, очень Например, что там много... было такое, что нашли, да, к чему получили доступ? Ну, например, директива КГБ или прокуратуры из Молдовы относительно случаев каннибализма, Да. которым перечень, и которые мы читали в голос, потому что мы работали коллективно, и мы читали. Мы просто от этого были в шоке. И у меня даже документ есть по Бешальме. Да. В Я читал Бешальме этот документ, умерло да. 2800 человек. Они просто пожирали эти трупы. Некоторые из них они раскапывали, опять и кушали. И это вообще настолько было страшно, что поразило. Вот у меня, я помню эти дни, потому что мы работали очень со многими документами по голоду. Это было страшно, да. И это каким-то образом повлияло, потому что и политический контекст был положительный, проевропейский. И пошло. Вот после 2009-2010 у нас как бы открылось дыхание относительно исторической истины. Появилось много работ. Я даже хотел приветствовать работы Светланы Капанжи. Да. Она очень хорошее дело. Вот у меня на руку есть книга Константина Курдоглу Да. по голод в Гагаузии 46-47. Хорошая, очень хорошая работа. По селам все разбросано. И Там воспоминания слава очевидцев богу, и предков, я так понимаю, да, у него больше зафиксировано. да. И причем и у меня были встречи со многими людьми, которые пережили эти. Некоторые из них меня просто поразили открытостью. Я вам дам один вот такой случай. Я даже написал, говорил Железогла из Чалта. Вот он говорит о Жалтай. том, да, Желтай. Он говорит, он 27-го года рождения. И говорит там, что они ели вороны, а потом его взяли на ФЗО в 48 году. Он сбежал с ФЗО, ему дали 3 года тюрьмы. И он вернулся в село, а там всех его депортировали. В 50-м году всех депортировали. И он все заканчивает. А все равно при румын было плохо, а при Советском Союзе было хорошо. И я понял, насколько вот эти пути к истине, они настолько тяжелы для ментальности и для людей, которые жили в такие времена, которые рассматривают советский период как составную часть своей личной истории, истории народа и история какой-то большой страны. Потому что если рассматривать, скажем так, по правде, отношения гагаузов и румын в Республике Молдова относительно голода, для нас голод, он являлся составной частью репрессий чуждого нам режима и империи, который оторвал нас от Румынии. Для гагауза это составная часть своей истории, которая связана с Россией. Да, она была плохой, но это такая история, мы ее осуждаем, но мы продолжаем по-прежнему любить тех, которые нам дали какую-то историческую родину. И отсюда исходит и восприятие государственности, и у румын, и у гагауз, которые отличительны.
не только к исторической памяти, но и к исторической и к государственной. И поэтому историческая память, она не помогает на данный момент к созданию общего дискурса и в гагаузской автономии по отношению к Республике Молдова. Ну, взгляды относительно истории сейчас на европейском континенте, он разделился на две части, скажем, на два восприятия. Европейский Союз, он построен на принципе исторического примирения, на принципе отмена пересмотра границ, и это примирение историческое, оно дает возможность народам не смотреть в прошлое как место для какого-то для каких-то отношений в будущее, а для того, чтобы эти народы жили вместе и работали на общее благо. С другой стороны, мы видим российский взгляд на историю, который он ревизионистский, который рассматривает историю Европы сквозь призму пересмотра границ, и который использует историческую память для того, чтобы вернуть этот русский мир в какое-то воображаемое прошлое. И поэтому мы должны сделать для себя выбор. И каждый в отдельности, несмотря на то, кто мы, румыны, молдаване, гагаузы, русские или украинцы, все понятно, что нам нужно пересмотреть все свои взгляды относительно исторического прошлого, понять, насколько оно важно для нас, но не ограничивать себя взглядами относительно прошлого, если мы исходим из расчета будущего. Я все время говорю, что историческая память – это хорошая основа для политической культуры, и как мы историю знаем, так мы и голосуем. И это призвание для всех тех, которые продолжают рассматривать советское прошлое, потому что мы это видим очевидно. В соцсетях появилась новая форма пропаганды относительно ностальгии, относительно СССР прекрасная страна, цара Молдовии с теми же аргументами относительно отличия молдаван от румын, с молдавским языком, что мы изначально были с Россией и так далее. И это как раз работает против нашего будущего. Октавиан, вот такой вопрос. Возвращаясь к голоду. Хотел бы, скажем так, остановиться на мысли, которую вы высказали относительно восприятия, да, то есть как бы, что гагаузы воспринимают голод, который, по данным историков, сильнее ударил южные районы Бессарабии, да, где проживают в основном гагаузы и болгары, скажем так. И тут вы привели пример Бишалмы, да, то есть из той информации, которую я знаю, Бишалма до сих пор не восстановила свое население, которое у них было до голода 46-47 года. Это одно из трех, по-моему, сел, которое очень сильно пострадало. Среди них Тамай и среди них Балбока или Котловина, которая в Украине. Да? То есть, как бы, там очень страшно, да, это все коснулось. Правильно ли я понимаю, что нет смысла говорить здесь с жителями Гагаузии, с гагаузами об этом голоде, потому что они не воспринимают его как трагедию, они не воспринимают его как преступление против гагаузского народа. И цифры, и данные их вообще никак не шокируют, они это воспринимают как некий такое примеждие, да, есть такое румынское слово, да, то есть мы его в гагаузском языке тоже используем, да. Ну, как бы такое, ну, страница истории, которая было и было, да, как бы что сейчас ворошить прошлое. Эту мысль вы хотите донести или я утрирую? Да, я хочу сказать, что если мы, румыны, говорим о голоде, который унес жизнь более 200 тысяч человек, то мы говорим, что это пришло с советским режимом, который оторвал нас от Румынии и от Европы вообще. У гагаузов нет такого нарратива. Они видят трагедию, относятся к ней какой-то личной или какой-то гагаузской трагедии. Некоторые из них даже видят более глобально. Вот я согласен с Тодором Занетом. Он говорит, что это геноцид против гагаузского народа. Да, у него есть такое, статья у него такая есть, да. С этим
трудно не согласиться. Вы понимаете, там цифры самые умеренные, 25% умерло. А самое, что он говорил, это 40%. Если исходить из расчетов, которые он делает, то сейчас население Гагаузии было бы примерно 1 000 000 людей. Да. Но Гагаузы это не воспринимает как осуждение советского режима и то, что мы все отрекаемся от этого, потому что это что-то чуждое. Они видят как составную часть, примерно как историю России, видят свою маленькую историю как составную часть российской истории. И в этом большая разница восприятия и того, что означает историческая память для гагаузов и для румын, которые живут здесь. То есть для нас очевидно, что мы полностью осуждаем и считаем, что это э, как бы отрезало наше будущее от Румынии, от Европы. У гагаузов такого нарратива нет. Даже такие историки, как Курдогла и госпожа Капанжи, они не осуждают этот режим и не говорят открыто, что вот, понимаете, это нас убило полностью. Но чтобы вы понимали, помимо того, что Советский Союз, почему так случилось именно в Гагаузии, насколько много людей. Даже в царское время это были э, какие-то резервы пшеницы они оставляли. И все было и в румынское время, потому что регион, он особенный. Гагаузы были здесь поселены, и они проявили себя как очень трудолюбивый и терпеливый народ. Эта степь Буджака, она никому под силам не была. Никто там не справился, кроме гагаузов, вместе с румынами и болгарами, которые здесь пришли. Много полегло в этом контексте. Но мы должны рассматривать освоение этой буджакской степи как общее усилие гагаузов, болгар, румын и других. И это прекрасно было сделано. И А в определенный период были еще и это немцы, сделано. извините, да? Еще и немцы И были, да, немцы колонисты? были, и немцы были, которые потом впоследствии исчезло. Много было их, которые освоили, и многие полегли. Даже в момент, когда начался процесс колонизации. Дальше что произошло? Пришло румынское правление. Гагаузы проявили себя как лояльное к румынскому государству меньшинство. Обычно так проявляет себя меньшинство, которое получило землю, потому что в румынское время получили землю очень много гагаузов, обучение и так далее. Появился первая азбука, первый перевод, ну, мы знаем деяния Михаила Чекира и других деятелей. И как-то сложилось, потому что много примарей было гагаузов, которые Да, сослано, да. были от национальной партии, от либеральной партии. И вот пришел советский режим. Советский режим полностью уничтожил всю эту гагаузскую элиту, которая была связана с Румынией. Они хотели одновременно с румынской памятью у румын отбить и у гагаузов то же самое. Поэтому очень много, почти все примары из Гагаузии, как говорит Капанжи, были истреблены в Делаге. И Уточнение, поэтому Октавиан, уточнение. То есть это была не только прорумынская гагаузская элита, да, но и элита, которая работала на восстановление и возрождение гагаузской культуры и гагаузской исторической памяти. Я правильно понимаю? все правильно, потому что это впервые было. Уровень безграмотности был огромен, более 90%. Ну, в И советское вот время, да, это начало происходить. мы подошли к революции, Октябрьской революции. Число грамотных было меньше 1%, по-моему, если я не ошибаюсь, да, среди Да. гагаузов. У румын было 8% грамотности у мужчин и 2% у женщин. Это просто шокирует по тому, как мы воспринимаем. И каким-то образом это преобразовалось. И вот советский режим решил уничтожить все это, и помимо этого решил уничтожить крестьянство как составную часть вот этой исторической памяти. И эта категория, она очень консервативна по себе, она мешала советскому режиму коллективизировать. Коллективизация в то же время означает коммунизация и советизация, и поэтому, исходя из всех этих принципов, по Гагаузии было просто шок. Это исторический момент, который
гагаузы настолько должны преобразовать в своей ментальности относительно своего будущего, потому что это же прямо на грани исчезновения и было. Как говорит Бабогло, черная зима 46-47 года, она унесла. Есть села, в которых умирали по 70 человек в день. Это страшные цифры. Я был в Авдарме, я видел это. И молодцы люди, которые там оживили всю эту историческую память и музей. Но там умерло более 1500 человек только за голод. И я видел перепись, и мне было очень интересно. Перепись, очень много гагаузских сел не восстановили численность своего населения в 1940 году. Вот в 1940 году это оптимальный пик, скажем так, очень многих сел по численности, очень многочисленные семьи. А что это означает? Это означает, что они кормились, они имели какой-то достаток, потому что иметь много детей – это и обуза в то же время, да? Так вот, по статистике, очень мало сел восстановили свои демографические цифры 1940 года. Это вы понимаете, насколько трагедия огромная, и все должны это понимать. И мы не требуем, скажем так, и не просим восстановить эту память ради какой-то любви к Румынии. Это просто для себя, чтобы люди осознали, что когда-то они были составной частью европейской культуры, потому что даже царская Россия была частью европейской культуры. Она породила настолько великих людей, и писателей, и артистов, и композиторов, и поэтов. И все это убил советский режим, который на данный момент просто реактивировался. Путинизм – это не что иное, как неосталинизм, который приводит те же принципы и те же авторитарный режим, тот же тоталитарный, единая партия, единая идеология, репрессивный режим и в то же время война как способ покорить другие народы и восстановить свое какое-то могущество. Но это, понимаете, не приведет к цивилизации. Когда-то Толеран с Наполеоном полемизировал насчет будущего Европы, и Наполеон говорит, да мы штыками всех заставим. И Толеран тогда сказал, ваше высочество, штыками можно что угодно делать, но на штыки нельзя садиться. Мы не можем сесть на эти штыки. Надо создавать ради будущего, а будущее создается только модернизацией Евросоюза. И я думаю, что гагаузы почувствовали на себя, что значит рука преобразования Евросоюза. Потому что я еду часто к сыну в Констанции и проезжаю через Гагаузию, вижу, насколько все преобразовалось. Это все европейские деньги, это все европейские, румынские, турецкие вложения. И поэтому к этому нужно относиться с уважением, с лояльностью, как когда-то гагаузы с лояльностью относились к тем властям, которые им дали что-то в своей истории. Господин Цику, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо вам за приглашение. И мне очень приятно всегда говорить, и что есть возможность говорить всем в Камрате и в Гагаузе. У меня много друзей там, и среди историков, и среди преподавателей, и тем более среди спортсменов. Обнимаю вас всех, удачи и всех благ. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.